Если заявок уже подано на данный момент, для участия необходимо пройти регистрацию и тестирование на сайте цифровой сертификат РФ. Самообучение стартует в январе 2020. Отметим, что каждый из сертификатов имеет стоимость до 15 тысяч рублей, но их оплачивает не сам гражданин, а государство. Участники проекта «Цифровой сертификат» в Якутии, Алданский политехнический техникум Алдан, Высшая школа инновационного менеджмента при главе РСЯ Якутск, Горный геологический техникум Хандага, Северо-Восточный федеральный университет имени МК Мосма, да? Центр дополнительного профессионального образования Луч, Якутский колледж северной энергетики. У нас даже несколько, целых 4. Институт развития профессионального образования. Да это что? Напомним, что в Якутии оригинальным оператором проекта является Институт развития профессионального образования. Вот он. По окончании курса участнику выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. И тогда можно будет кем угодно работать практически. IT-образование. Вот. Повышаю свою квалификацию, так сказать. Кручусь, верчусь. Такие дела, такие дела. Так. Блин, вебка. За что ты так со мной? Ладно, давайте дальше играть. Просто мне вот написали о том, что ты можешь не успеть подать заявки. Вот и срочно подал. Не знал то, что есть такое вообще. Так, и чё? Куда мы идем? Да, все вспомнил. Да, такие дела, такие дела. Короче, сижу на измене, да. Красные, зеленые. Да, любой высидел, мне кажется, на измене. С такого. Ну, кайф. Эй! Хозяин барин. Красные, зеленые. Чё бы на халяву? Да, блин. Супер. А чё-то не таскают, интересно. Да что вы делаете, ребята? Вы, может, как-то нападете нормально уже? Наконец. Все. Только одного спасли. Да, обещание на халяву. В этом вся идея. Все. То, что это халява, это раз. И то, что это может быть реально полезно. Это два. Да. Это мое. Я там сова близко пролетел. Так, туда наверх. Или сюда. Да, сюда пойдем. И тут. А тут ничего. Идем туда, значит. Храм богини матери. Ты идешь навстречу проклятию, чужак. Мы те, кто вечно бдит.
Мы поклялись охранять могилы славных героев, павших в сражениях. Мы будем стоять на страже до тех пор, пока они не пробудятся и не вернут наше королевство. Так она... Кажется, именно в гробницах мы сможем найти ключ к этому месту. Хвала чужой глупости. Захватчики, осквернители, нечестивцы, остановитесь, чтобы я мог отделить вашу плоть от Синяя. костей. Что это такое? Так, окей. О, боже. Зеленые! Обойдите этого толстячка. Бурые! Успел убить. Ух. Все! Назад! Мы те, кто всегда настороже. И позади них эти ниндзя. Осторожнее! Они нападут на любого, кого увидят. Старайтесь, чтобы вас не заметили. Угу. Синие! Зеленые! Защищайте павших! Это вам! Что там, только золото? Ну, такое себе. Хозяин барин! Мать богиня, помоги нам! Так, хорошо. Мать богиня, помоги нам! Ой, каких много. Так. Мать богиня, помоги нам! Мать богиня, помоги нам! Да, господин! Вперед! Я на позиции! Валим, просто валим, 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 валим. Так, пожалуй, я сюда зайду. Какие-то глупые эльфы, получается. Мародер, да. Что-то они там долго пялятся. Расхититель гробниц, да. Только жалко, у меня пистолетов нету. Ну, в остальном все на месте. Так, а что не стоят? Ой, блядь.
Мы служим павшим. Ой, стоят там прям. Синие! Так, давай-ка я, знаете, что сделаю? Все! Хозяин барин! Пускай друг на друга нападают. Синие! Я на позиции! Ну а тебе чем бочки не угодили? Иди сюда. Они, видимо, так будут стоять все время, так что подойдем там. Мгм. Так, стоп, назад, 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 назад. Все! Синие! Да, синие хороши в бою со всякими фантомными призраками и тому прочими непонятными существами. Все! Так, че? Давай. О. Ой, сколько там золота, кайф. Все, пошли. Пацаны со мной. Так. Цель у меня в том, чтобы расхватить гробницы, да, насколько я понимаю, 4 там что-то такое было написано. Так, нужно 4 ключа. Ну, то есть в этих гробах ключи есть, вот эти вот светящиеся. Я понял. Так, они тоже встали что-то. Синие! Могу по-хитрому. Зеленые! Так, давай-ка зеленых отправим на отвлекающий маневр. Ну давай за мной. Ну че они там? Синие! Нормально, пацаны, хорошо. Вся надежда. Гаси, 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 гаси. Молодцы. Просто четкие ребята. О. Все! Нормально. Так. Ни шагу дальше. Мы не дремлющие стражи. Нет, дремлющий страж. Да, он бы давно поспать пойти, мне кажется. Уре! И дремлющий страж. Хотя, подожди. Барин. Синие! Блин.
Блин. Держи. Блин, идея в том, чтобы их не выпустить оттуда, по-моему. Ладно, все, держите. Все! На вас ляжет проклятие. Ну, наверное. Если ляжет, то уж ляжет. Чего уж тут поделаешь. Так. Как ляжет, так и встанет. Так, это проклятие. Так. Ага, и тут тоже отряд есть. Аж 2 отряда. Все нормально. Сделал свое дело. Так. Ладно, пойдем. Хотя, блин. Синие! Я на позиции. Я хочу убить. Я просто думал, что тут дохера золота и тому прочего, так что Все! типа, какой-то профит заиметь с этого данжа. Темные дела сделан, да. Ну, а я на самом деле, блин, в этой игре прям за добряка играю, можно сказать. Я только одного человека убил в этой игре. С учетом того, за кого мы играем, я, может, считайте, прям просто добряк полнейший. Я на позиции. Блин, один хер умер, оказывается. О, второй синий хер умер. Оживляю его. Все синие херы сдохли, уходим. Бои! О. Ну все, вам хана. Синие! Синие херы возродились. Я на позиции. Все! Это вам. Так, сколько ящиков? Так. Я хозяина. Так неожиданно и приятно. Так. Синие! Да, так уж и быть, убейте его. И добро на ликвидацию. Все! Там еще 2 мешка, по-моему, осталось. Забирайте. Ладно, пойдемте. Не будем мелочиться. Стоят. Синие! Давай.
Ну спасите друга своего. Ай, не спасли, не успели. Ну, хотя бы этого. Так, а Хозяин остальные? барин. Я на позиции. Сокровище. Так, хорошо. Так, темные дела Зеленые, сделаны. красные, уре, синие. Красные, зеленые, уре. Можно идти дальше. Так. Тут я вначале синеньких заберу. И тут, по-моему, бурых можно было скинуть, нет? Нет, да? Ладно, ничего. Разграбили полностью, да. Разграбь меня полностью, Все. говорила эта гробница. О, новое заклинание. Она пропала! Статуи нет! Я же говорила, что нужно спешить! Дурачье! Какая-то новая Мы вайфу. должны были ее украсть, так нет! Эти камнелюбы нас опередили! Мгм. Нужно выбираться! Ты! Вызывай надсмотрщика! Чё, она ушла? Солнце, булочка моя, я нашел тебя. Не надо Ого. использовать смотрящих, моя сладкая. Старику это не нравится. Кажется, я тебя слишком слабо ударила. Юлия, не надо хмуриться. Ты моя вороватая вишенка. Хватит болтать! Кан сердится. Что Кан. ты наделал? Пошли скорее! Болван, переросток! Все, они ушли? О, Всё блин, я думал, что будет погибло. вайф. Мы Бой. погибли. Статуя исчезла. Этот корень прочнее остальных. Должно быть, на то есть особая причина. Ага, вот в чем причина. Должно быть, присутствие троллей сделало корни крепче. Ха, так бывает. Ладно. Ну, на самом деле, просто игровая условность убить босса, типа, если врагу. Зеленые, Ну, ладненько. Давайте-ка. синие, зеленые. Пиздец. Все. Долби его, долби, долби, долби. Хорош. Хозяин барин. На позиции. Так, теперь долбим корень. Повелителя. Так, нам в ту пещеру. Но мы тут еще осмотримся и заберем эту штуку. Интересно, что это такое. Адское заклятие. Что это такое? Берсерк. Отличная находка. Здоровье, защита и атака для свиты в одном флаконе. Круто. Правда, при этом они изрядно тупеют. Лезут на стены, задирают цыплят и хамят собственному хвосту. Окей. Хамят, собственно, хвост. Ну, надеюсь, друг друга-то убивать не будут. Если применят это заклинание. Угу. Так. И куда теперь мы сможем пройти, интересно?
Так, ну нам, видимо, сюда. Вот эти вот трупы. За трупами идем, видимо. Блять. Как же я ненавижу, когда они тонут. Так тупо. Черт. А-ха-ха. В воде вроде ничего нет. Ладно, идем за трупом. Подожди. Блин, я затупил. Ой, зачем я сюда пришел? Я понял, в чем прикол. На месте! Вот же, сука, след куда-нибудь тащит его. Вот он, мы идем за ним. Вот, пошел след. Да. Еще не стихли шаги усопших. О, они укоряют нас! От эльфов сплошное расстройство. Возьми себя в руки. Это вам! Все! Синие! Синие! Зеленые! Синие! Хозяин барин! Все! Так. Не понял. Так. Туда. Потом. Они... Ага, все, вижу след. Наверх тащили. Все! Да и внимание-то, оказывается, не, ну, как бы не особо-то обращал. Оказывается, прям след какой-то особо важный. Хозяин барин! Так, оружие забирайте. Ничего не можете взять, ё-моё. Так, кстати, он забрал, нет? Ну чё это? Это мне казалось, говорит об этом. Ну, походу нет. Просто за трупами, видимо, идти надо. Да. Мне казалось, это прям след того, что они тащили статуэтку эту. А, вот еще путь. Но тут что-то вот прям ничего нету. Это мы вернулись, по-моему, в Спелые холмы. Да.
Земли гномов. Так, давай-ка я пацанов всех обратно. Пока сам погуляю. Что ты тут делаешь? Пошел убил жука. Так. Ага, мне вон туда. Так, здесь, значит, мне нужно вытащить водяных. Водяные. Водяной. Кто с тобой? А, блин, вот она стоит же, ёпоштря. Зеленые, синие! Что-то они почти вылезли, что ли, сюда? Вон они стоят. Да мать твою, не получается. Придется как-то корень уничтожать, и только тогда что-нибудь получится. Благо корень близко. Это был последний корень, господин. Щит больше не укрывает эльфа. Теперь посмотрим, сумеет ли тот не смежить веки во время боя. Он отоспится вдоволь после смерти. Хм. Так, хорошо. Теперь можем убить их. Не знаю, зачем мы его убиваем, но... Видимо, надо. Так. Теперь их оставляю сюда. Так. Зеленого забираю. Крась Зеленых зеленый! 6, да.
Четвертый. Так, сделал все-таки немного назад. Все! Зеленые! Не-не-не-не-не-не-не, блядь. Я забыл. Вода же. Ёп, пошел. Так, ладно. Хозяин барин. План действия меняется просто. Много синяки. Ай, синяки, синяки. Так, красная хотя бы. Какая-то огневая мощь. Синие! Зеленые! Красные! Синие! Священная роща. Все, что еще не тронуто скверной в ночном лесу. Смотрите, наше древнее дерево еще Здесь стоит. все заражено. Эти создания не знают, как уничтожить дерево. Я знаю, чужеземец, что тебе нужна помощь. Дерево хранит древний артефакт. Красные! Ну не знаю, по-моему, эти единороги нападали на всех. Да. Нет! Священная роща! Что вы наделали? Что вы наделали? Пиздец. Да я случайно сжег, я не хотел. Хозяин барин. Твою мать. Немного злые все-таки получились. Все! Капец. Просто священную рощу случайно зажег. Ни за что, ребят, просто. Новая вещица. Обожаю обновки. Так, пойдемте. Пойдемте. Бедные эльфы. Только лишение. Красота темнолесья погибла безвозвратно. Сори. Все! Веселились. Блин, эти... Синие! Красные! Зеленые!
хотя бы так. Так, мне теперь синие нужны. Так, ну они, благо, вроде как тут рядом. А, подожди. Синий, зеленый. Красная. Сюда, обратно вернитесь. Все. Блин, буры туда вернитесь. А, нету буров. Хорошо. Все. Угу. Все. Зеленый. Синие. Хозяин барин. Вы поправили здоровье. Круто. Хорошо. Увеличить здоровье. Так, сейчас же будет файт с Бероном. Вообще надо будет к этому готовиться. Хотя погоди. Да, мы же можем прямо отсюда бежать. Так. Думаю, давай-ка 4 синих будут. 6 красных. Зеленые. Зеленые. Синие. Красные. Так, зеленых троечку. И остальные бурые будут пускай. Ну ты ебланой, серьезно. Взял и утонул просто. Ай, господи. Кто тебя просил в воду нырять? Блин, ох уж эти миньоны. Да, пойдемте. Так. Блин. Гаси, 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 гаси. Ну спасайте напарника. Товарища своего. И все надо указывать. Всё. Проснулся. Тебе воздастся за страдания темнолесья, за каждую сломанную ветвь, за каждый лист. Корни проникают в мой мозг. Я не могу ничего изменить. Они идут. Они идут. Круговую оборону. Нормально. Пока 0 потерь. 0 потерь, 0 потерь. Мои кошмары. Они все ближе и ближе. Тьма. Тени. Прочь, прочь. Оставьте меня в покое. Зеленые. Все. Гаси, 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 гаси. Ну, блин. Го-г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 о. Я не справлюсь с ними. Они побеждают. Они командуют мной. Буры. Все. Не убивается. Не убивается. Все.
Хотя бы так. Хотя бы выпустить. Синие! Они слабеют. Они отступают. Зеленые! Зеленые! Красные! Зеленые! Ни хрена себе. Хозяин барин. Все! Ну что вы делаете? Ну ей-богу, вать, ёп. Ну, назад, назад. Ёп, вашу мать. Красные! Зеленые! Так, со мной в итоге только двое зеленых осталось. Алло? Да. Пока мышьяк только положили без оплаты. Битесь теперь, который больной гад, так обсчитывайтесь, не считая 4 зуба, не считая этот на лечение, 1 на удаление. 1 на удаление, не считая этот, 4 еще на лечение. Всего 5 на лечение, а 1 на удаление. 1 зуб на удаление, там другой вообще. Там никак нет. Ну так сказали, да, никак. Да. Он вообще, мне сзади не видно его. Задний зуб коренной. Вверх, по-моему. Вот он раздробленный у меня. Не видно его. За другим зубом находится. Ангара рахалбата. О. Угу. Да. Я сижу. Спать собираемся. Май котенку потом брать. Да ходи. А че? А? А че видео не отправляете? Да. Ага. Дела. Все! Блин, минус 2 зеленых. Я охренею. Хозяин барин. Гасите вы его, убейте, прошу вас. О, зеленый есть. Все, молодцы, справились в итоге. Довольно. Хватит. Избавьте меня от страданий. Пещера? Гениально, Крадем. хозяин! Заклятие щита!
Блин, ну и типа. Крадем. Орут такие. Так, Уре! Красные, Имбуру. зеленые, синие! и по одному тех и тех. Да. Зеленые полегли, конечно, жестко. Зеленые, 4 зеленых, синие! красных. Троечку. Ударный щит действует как обычный и во всех смыслах поражает врагов разрядом. Все! Пока Давай, враг одну оглушен разрядом, вы можете дать ему хорошего пинка. Ага. Электрощит. Хорошо, хорошо. Так, что это у нас? Завтра что у нас? Завтра что у нас получили? С 9:50 до часу. Мы находимся на окраинах Золотых холмов, О! где живут гномы. Гномы, гандоны. Гномы-повелитель — это злобные бороды с ногами. Злобные, промоченные пивом бороды с ногами. Так. Мочим овец. Так. Блин. Какая же нужна выносливость, чтобы проходить эту игру, серьезно? Так до хера локаций, господи. О, бородатые. Гномы обожают все, что горит или еще лучше взрывается. На этом их и нужно поймать, повелитель. Угу. Допустим. Хорошо. Давай-ка мы тогда портанемся в башню. Приветствую! Так, потом давай-ка выкуем что-нибудь прикольное. У гномов, скорее всего, кстати, кузня 3-го уровня будет. Шлем прочнее, содержащий великую силу. Так. Увеличит максимальный размер свита. Блин. Ну давай-ка 25 хотя бы. Полезно поработать молотом, хозяин. Отвлечетесь от горных мук. Ну, хотя бы так. Потом если что улучшим. О, сколько народу сейчас прыгнет в котел. Ядрить. Бедные, бедные мои прислужники. Угу.
Да. Добро пожаловать в кузницу. Ты циники. Скорее, верные делаю люди. Точнее, челики. Ну да. Это оружейная. Здесь хранится все ваше оружие и доспехи. Кузнец мощи! Восьматка. Властитель Это только басматный бас. 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 Возьмите. Лёдик. Басматка. Вот так вот он, да? Залюзден. Так. хозяин барин. Только 21. В итоге шлем мне только одного принес. Блин, его улучшать, а количество миньонов, наверное, 1150, наверное, у меня такого числа-то не будет. Еще не скоро. Сэру Уильяму больше нет дела до своего города. Вы видели цитадель? Ее стерегут крылатые демоны. Крылатые демоны. Нам О. очень нужна ваша помощь, милорд. Ты что нажал? Вы видели Мелкий что-то нажал. цитадель? Мгм. Ее стерегут крылатые демоны. Зеленые, синие, красные. Говорят, что доспехи рыцарей сэра Вильяма куют в волшебной кузнице под городом. Не А, знаю, мы эту кузницу уже правда ли взяли. это, но голыми руками их точно не возьмешь. Так, поджигайте их. Все. А вы тут стоите до смерти. Ну, блин, у них еще оружие. Твари, а. Отходите. Твою мать. Мочи. Эти-то откуда взялись вообще? Там же Рафика дайте. Или кого-нибудь. И все. А? Вот это что ли?
Спасите. Спасите. Ебать. Сколько тут Анди? Она была. Вот, возьми цыпленка. Маленького Куры! цыпленка. Красные! Хозяин барит. Вы куда претесь-то? Вот он. Сундук, сундук, забирайте сундук. Все, молодцы. Ну хоть как-то вооружайтесь. А то многие из вас вообще Все! ни о чем. Так. Это мое. Впустите нас! Впустите! Мы ваши заблудшие овцы! Заблудшие овцы. Овцы! Овечки! Где тут овечки? Дайте нам убежище. Накормите Вы нас. не мои демоны, а не священники. Мы умрем здесь. Баррикады вас не спасут. Рано или поздно их сметут. Когда-то им все же придется выйти. А мы будем их ждать. Но это просто глупо. Они морят своих прихожан голодом. Нужно что-то сделать. Все! Ну, пошли, Он давайте сделал их это. Будь загасим. свободен! Кажется, есть еще добрые люди на свете. Вперед! Я умираю с голода. Так идем же! Гасим, 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 гасим. Я еще немного потерплю. А, вы еще сражаться умеете, лол? А, эти сволочи еще и возрождают свои. Все сюда. Мочи всех нахрен. Да вы вот этим займитесь. Чё? Я подзабыл грамматику мычания, но общий смысл таков. Мы сдаемся, не убивайте нас. Или он просто спрашивает путь до ближайшего торговца бананами? Нет, думаю, все же сдается. Кажется, они выбрали вас своим новым богом, повелитель. Нормально. Тупо бог. Так. Зеленые, синие. Синих нет. Надо синих поднимать. Все. Это что, у селян пиво было, что ли? Ну и типа... Да. Будь здоров. Басы. Найс, золото.
Причем много. Ну, 1500 походу дали. Или 1000. Ну, кажется, 1500. Так, орден немых. Ладно, с ними-то разобрались. Так. Дабы. Ладно, пойдем. Оросу. Эй, диета. Haба yolqalaq repet. Итен, yolqaların haба diyor. Тыга хантер. Это гирляндала изначально. Он тут он ысырдым. Просто елка бета гирляндалааттан ысырдым. Да. Так, а тут что? Кстати, воины больше не нападают. Забавно. Синие, зеленые, красные. Синие, зеленые. Красные.
А, ядрить, ничего себе. Нормально так высадили. Красные, синие. Да, господин. Бурые. Бурые. Красные. Да ну нет. Что ж он так тупит? Нормально. Так. Нормально. Красные, зеленые, синие. Красные. Хозяин, зеленые, синие, бурые, красные, зеленые, все. Блин, как агрессивная птица еще и мертвецам этих. Синие. Бегу, на месте. Это вам. Понеслась. Новая вещица. Обожаю обновки. Синие. Оторвались. Все. Так, стоп. Ну вы че? Синие. Тащите. Пошли. Хозяин барин. А, вижу демонов. И куда это они его потащили? Так далеко. Сэр Уильям забыл о рыцарском кодексе чести. Ёпта, Я как не далеко. знаю, что происходит в городе. На самом деле не знаю. Ну ладно, подожду ее здесь. Вы набрали маны.
Не знаю. Атака гранат был. Нормально. Все! Сэру Уильяму больше нет дела до своего города. Говорят, что доспехи рыцарей сэра Вильяма куют в волшебной кузнице под городом. Не знаю, правда ли это, но голыми руками их точно не возьмешь. Не слишком приветливо выглядит, да, повелитель? Определенно, сэр Вильям не слишком любит гостей. С этими дамами я тоже вам не советую заигрывать. Уре! Хозяин барит. Все! Жесть, она его скушала. И что с ним делал? А эти просто болеют за меня, они никак не сражаются. Долбаные рыцари называется. Все! Так, окей. Хм. Снова забыл поменять. А то стоит в общении. А я в Overlord играю.
Баги. Говорят, что доспехи рыцарей сэра Вильяма куют в волшебной кузнице под городом. Не знаю, правда ли это, но голыми руками их точно не возьмешь. Сигаешь ты! Желтый за Гранди. Хозяин барин. Бакиди. Все! Красные! Убивать! Все! Красота! Это мое! Это вам! Это было потрясающе! Спасибо, Синие, спасибо вам. зеленые, красные! Мы в восхищении. А уж как вы их всех поубивали! Мы себя совсем не жалели. Ну а теперь мы тоже повеселимся. Да ё-моё. Да нет. Это все мне! Красные! Красные! Синие! Все! А, да, типа машине сюда. Ну. Типа кредиты оформляется. Кредит оформляется. Ну. Она кредит оформляет или что? Госпожа Елена — завидная невеста. А, это Не известно понимаю, среди почему этих. сэр Вильям отменил свадьбу.
И понял. Тут и еще один идет. Не, вовсе не один, как я вижу. Ты, главное, здесь, а не буянь, парень. Мы за тобой следить будем. Мы за тобой следить будем. В гостиницу. Добро пожаловать, господин. За дверью может бушевать пламя ада, но наши напитки останутся прохладны. Наше пиво поможет вам преодолеть половину дороги до небес, а оставшийся путь укажет любая из девушек. Иди сюда, женщина. Я умираю от жажды. Окей. Подраться хочешь? Не слышу. Хочешь, а? Говорят, он призвал ее, чтобы удовлетворить его. Ну, вы понимаете. Говорят, он призвал ее, чтобы удовлетворить его. Ну, вы понимаете. Ну, вы понимаете. О, Захир. Ну, видимо, тайный путь до замка. Зеленые, синие, красные. Это все мне! Ну, нормально. Зеленые маски, точнее золотые маски. Так, что это? Куда это мы? Добро пожаловать в Орден Красной Зари. Наслаждайтесь. Кайфоломщик. Что это они хотели? Кайфоломщик. Напасть хотели? Кайфоломщик. Кайфоломщик. Кайфуем. Кайфоломщик. Кайфоломщик. Да, я понял. Новая вещица.
Обожаю обновки. Так, у нас тут что? Плохая овечка. Ладно. Вы не пройдете сюда со своими маленькими гоблинами. Ох ты, Мы нихуя таких его не повесил. обслуживаем. Кто вообще ходит в такие места? Вы, товарищи, охуели возле этого мира. Теперь вы можете расширить штат. Так, погоди-ка. Чья-то рука. Я думал, там путь дальше будет. Ну, теперь 26 могу призвать. Нормально. Помогите! Она сошла с ума! Госпожа! Никто не должен беспокоить ее величество, пока она с сэром Уильямом. Выходит, Стоять! Королева не желает видеть вас. Значит, ты сама? Я еще честно об этом говорю. Она готовится к празднеству. верность суккубам не свойственна. Подозреваю, мы нашли источник, откуда проистекает зараза. Блин. Да, факторию. Это игра. Факторию. Ну, не знаю. Я, в принципе, поиграл. Это... Игра неплохая, в принципе. Действительно хорошая. Но что-то пока... Не знаю. Не знаю. А так, в принципе, можно было. Не знаю, когда. Но предполагаю, что скоро, возможно, как сегодня. Да, запись там есть. Запись есть. Но там он, получается, не до конца. Я его просто немного разобрался в основных механиках, так сказать. Потом... Пока еще сильно там не развивался. Чуть-чуть. Говорят, он призвал ее, чтобы удовлетворить его. Ну, вы понимаете. Угу, окей. Ну, такой вдумчивый стрим был. Ты бы видел мое лицо, оно такое, типа, максимально сосредоточенное было. Не особо было интересно, на самом деле, смотреть на то, как я играю в Факторию. Ну, не знаю. Ах ты, тварь. Да, господин, да, господин. Понял. Блин.
давай, го. Крась ты! Буры! Все! Чё ж тебе... Все! Блин, много хп сносит. Да, видел. Я же даже там немного поугарал с этого. Это было во время того, как я заполнял, по-моему, тест. Еще тогда. Забирайте эту вещь и уходим. Господин, девушка Елена, на которой собирался жениться сэр Уильям, она моя сестра. Мы с ней Такие не примеры разговаривали. из А The если Game Awards. Я разговариваем, его, то кстати только когда она же, видел. вляпается в историю. Судя по всему, в этот раз она вляпалась по самые уши. Короче, что вообще там такого показали? Ну, единственное, что особо такое значимое, мне кажется, это вот то, что показали первые две игры нового поколения. Это Hellblade 2, потом Мне нужно что-то God's покрепче. Fall на PlayStation 5. Говорят, он призвал ее, чтобы Ну удовлетворить и вообще его. консоли Вы Xbox понимаете? Series X, это типа Ты их не консоль пятого возьмешь. поколения. Они наши, они нас Ну, любят. следующее они поколение любят типа интересно. нас. Нормально так. Подраться хочешь? Не слышу. Выглядит, ну, Хочешь, конечно, а? такой, как башня. Ну, такая прикольная, в принципе. Подраться Ну и хочешь? Не слышу. вообще по играм Хочешь, а? такая коробка, да. Вообще по играм. Ты их не возьмешь. Они наши, они нас любят. Зараза. По играм. Вот Man Eater был такой. Игра про акулу. Забавная игра, по-моему. Потом Prology. Игра от создателей PUBG PlayerUnknown. Тоже интересно очень. Что за игра такая выйдет от создателей PUBG? Вот хер его знает. Ну, надеюсь, не какой-то опять Battle Royale, потому что, ну, им надо что-то новое сделать, мне кажется. И я думаю, они тоже самое они думают, понимают все это и, скорее всего, так и поступят. Что-то новое они будут делать, мне кажется. Prology. Потом... Ну, показали просто геймплей вот, Ghost of Tsushima такое. Ну, такой же геймплей, но там, в общем, как вот игра будет играться и проходиться, там было ясно, в принципе. Играем тупо за ниндзю, который в стелсе типа пройдется к своим врагам и потом сверху падает на них и убивает. Все в таком духе. И что там еще было такое особенное? Волк среди нас, что вот прикольно. Там одна компания, короче, стала заниматься, получается, всеми проектами, которыми занимался Telltale. Все их правами, короче, стали владеть на те или иные игры, которыми занимался Telltale. И они решили, получается, продолжить историю Wolf Among Us. Не помню, какой, как называлась эта вот студия, но я вот на них возлагаю хорошую надежду, и я думаю, они справятся. Болезнь отступила, паладин сыграет свадьбу. Мне кажется, то, что
Far Cry Primal на максимальной сложности пошел проходить. Ты даешь. Попробую что-нибудь новое. Ну, удачи тебе с прохождением. Так. Волк второй был. А, там же Вин Дизель появился еще. Игра года Секира, ты его прошел? Да. Но я вообще говорил, что так оно и будет. Ну, типа, когда анонсировали... ну, вообще, когда говорили про номинантов. Одна жизнь на всю игру. Тут умру заново. Нифига. Но... Ну, тогда действительно удачи тебе. Так. Вы ждали Elden Ring. Что за Elden Ring? Elden Ring. А, анонс Elden Ring? Не знаю, что за игра такая. Вами не нужна пища, хозяин. А, хотя мне кузница не надо. Людей мне маловато. Человек, огнемет. Человек, огнемет. Elden Ring. Что за Elden Ring? Это типа какой-то этот, что ли? Battle Royale? Elden Ring, стой. А, подожди, что-то... Или нет? А, по-моему, что-то показывал, да? Я вообще не помню. Или... А, это та самая новая игра от Промов. Ну, давай посмотрим. Трейлер. Любопытно, конечно. Что за Elden Ring? Не, ну это там такой короткий тизер показывали, там что-то типа руки какие-то, там что-то такая хрень была. Ну-ка. Elden Ring. Спасибо. ГГ вебка. Нормально. Она мне всегда такая. Я тут обезболивающий просто пью. До 4 раз в сутки 9 дней. Тогда все уже. Жопка не болит, от сидения болит. Болит. Так. Ну хотя, да, вот это вот видео я, кажется, видел. Да, Джордж Мартин там. А, показали еще то, что вот этот вот... как его? Delete Use. Почему так много просмотров и так мало подписок? Да не знаю, чувак. Так у многих людей. Просто люди заходят, уходят. Ну и к тому же у меня же... Я же не один год стримлю вообще. Раньше у меня все намного хуже было, к примеру, с качеством стрима.
Картинка была ужасная и тому прочее. Люди не удерживали и просто уходили и тому прочее. Вот. Бывали еще какие-то странные хосты, которые там не прибавляли по 80 зрителей и тому прочего, но эти зрители не оказывались настоящими, либо они молчали, что было очень странно. И также исчезал вот этот, эти 80 зрителей. Иногда редко там оставались какие-то люди. Еще один момент. Скорее всего, еще потому, что я же укладываю свой ссылку на мой стрим в этом, на как его, на jokerykt.ru. Это у нас местный якутский сайт, в котором можно постить свои новости и тому прочее, там, короче. Ну и там анонсирую иногда. И в основном своем там зрители оттуда... да, все еще жив Вупсток, привет. Люди оттуда вот заходят, да, на Twitch. Нет, Смайликс мертв. Смайликс мертв. К сожалению. Так, что я еще хотел сказать-то? Да, вот люди оттуда вот заходят на Twitch обычно, да, и они не регистрируются, а просто сидят и не делают ничего. То есть, если вот они вот просто... И главное, если они сидят, да, просто, то их считают как зрителей, типа... вот, типа просто как гостей, без аккаунтов, но их просмотры не считаются. Если посмотреть потом на этих, на... типа пользователи, типа есть они или нет, то их там не будет. Типа нули какие-то будут просто, ну, типа, просто я там буду нули. Ну, короче, вы поняли, только настоящие пользователи будут, а тех людей, вот, которые не зарегистрировались, их не будет, короче. А The Wolf у нас раздают бесплатно в Epic Store. Да, я взял уже. Я взял. Там еще эскаписта берут. Точнее, раздают. Да. Короче, еще анонсировали вот то, что Epic Store, по-моему, с 13 декабря или с какого... Ну, короче, уже сегодня будет раздавать всякие разные игры 12 дней до 1 января, по-моему. Короче, каждый день будет... Да, будут разные игры. Короче, ребят, рекомендую как-то, ну, Epic Games Store все-таки поставить. Халявные игры будут просто давать. Вы просто их берете и, получается, устанавливаете себе. И они остаются у вас на аккаунте как купленные. Как купленные. Вот в чем прелесть. Да, ну, всячески пытаются к себе привлечь. Мне кажется, ни одной халявы не пропустил. Я много пропустил, походу. Вот Epic Store, они всячески пытаются привлечь к себе покупателей. Чтобы они могли, ну, там тупо тусить в Эпике. Но я вот сегодня пытался включить, ну, точнее, я включал вот Epic Store. Он так долго включался, вот просто очень долго. Просто я не знаю, почему это. Но по качеству, конечно же, Steam тупо лучше просто. Тупо лучше. Они еще удивляются, типа, почему они, ну, типа, люди особо не заходят. Что болезнь отступает. Да, у них там, типа, более лучшие условия для разработчиков, там, типа, они не дерут с них 30% и тому прочее продаж. Но пользователям-то как-то неудобно заходить на Epic Store. В город. Потому что он, говорят, ну, что тупо неудобно. рыцарей сэра Вильяма куют в волшебной кузнице под городом. Не знаю, правда ли это, но голыми руками их точно не возьмешь. О, привет, Скар. Здорово. Здорово. Вот такие дела. Да, кстати, ребят, напоминаю, что
Короче, есть у меня такой прикол на канале. Это вот для тех, кто не в курсе. Я сейчас вот покажу даже. Да, все видно. Короче, смотрите. Есть у меня такая хрень, как ролл-лист, но он доступен только для тех, у кого есть... точнее, для тех, кто зафоловился на мой канал. То есть, смотрите, заходим мы сюда. И тут вот есть игры, которые вот, например, мои вот фолловеры заказали. После каждого прохождения игры мы крутим рулетку и играем в игру, которая вот выпала. Я вот сам себе вот поставил Макса Пейна, первого Гарри Поттера, Мегамена, Republic Команда или Farce Unleashed, там посмотрим сами. И Dark Messiah, а еще Dawn of War, Warhammer 40 тысяч и Принц Персии. И вот, например, еще тут Скар заказал Вора, Нитрок Octodad Deadly Sketch, Parts Far Cry 3, Mixfire, Братан, Преступная жизнь. Вот эту вот игру я хочу, чтобы она выпала. Прям очень интересно, что за игра такая. Не знаю, как это получилось, но я ее пропустил. Рипи КТ заказал Project Iggy. И у вас... Не, ну блин. Ну, я-то могу. Но если хотите, давайте по одной у всех будет, ладно. Ради справедливости у всех будет по одной. Назовите одну игру, которую я могу оставить тогда. Да, ладно, хорошо. Хорошо, я согласен. Жирновато. Так, одну игру, которую я могу оставить. Тупо одну игру. Назовите свою. Давай, 2, 3. Ну, Dark Messiah. Republic Команда. Принц Персия. Far Cry Primal. Мегамен ПК. Гарри Поттер. Не, 2-3 оставь хотя бы. А что остальные думают? 2-3 оставить или прям типа... Не, мне-то не жалко. Давай принцев режь. Сейчас, подожди. Так, говорите. Режем принцев, да? Нет, принцев всех резать не могу. Вот Осман из Турции заказал Warrior Вихина. А я ему так делать не могу. Вы что? Это все равно, что если бы зашел кто-нибудь другой и сказал: а отрежка Octodad Sketch, который заказал Етрок. Дай Dark Messiah удалю. Dawn of War, но... Передвинь блокнот. Как? А, понял. Ще. Вот так вот. Ну, давай-ка Republic команду уберу. Да, но War. Мегамен. Вкладка вид, размер шрифта. Да. Такая хрень. Ну, Мегамен на ПК, она, ну, прикольная, но ладно. Думаю, людей задушит такая тема. Так что могу убрать, в принципе. Dawn of War, Гарри Поттер и Макс Пейн. 3 игры могу оставить, да, или все-таки одну. Могу снизить до одной. Гарри Поттера можно, но первая часть прикольная была.
Ну там не важно какую часть, там типа можем выбрать. Если первая часть прикольно, то первую часть можно будет поиграть. Норм вроде. Dawn of War, Max Payne, хорошо. Если норм, то отлично. Ща. Кину это дело на список, обновим его. Да, список обновился. Все. Вот. Вот такая тема. Кто зафоловился, тот может заказать игру. Ты тоже хотел работать на Майтона? Да, я тоже хотел работать на Майтона. Но не берут меня. Я там тестером просился. 18 багов нашел. И меня не взяли. Типа сказали, ну у вас в основном там все, ну типа текстово и графически, визуально, ну типа такое. Ну этого типа это нам не подходит. Ну если что, мы вам ответим, там напишем. Туфта. Вот в чем прикол, то что, ну я знаю человека, который там работает, не буду говорить кто он, конечно же, но он нашел 10 багов всего. И все, 10 багов он нашел, его взяли. А у меня 18. И то я о него немного там поспрашивал, поузнавал. И короче, он мне поделился с теми багами, которые он находил, и я их также добавил просто в этот список. Считайте, у меня было 10 его и 8 своих еще дополнительно. Ну хотя его 10 его я немного изменил. Может надо было ученики коррупции. Сам ты коррупция. Просто помогает людям. Я вот считаю, что я бы там, ну, какую-то свою лепту внес бы. Это было бы отлично. Разве мы не бросили тебя умирать в этой проклятой башне? Но ничего, я скоро буду квалифицированным специалистом. Может быть. Вот. Цифровой сертификат получу по IT-программированию языка SS++. Вообще будет факт. Ученики надо было. Да, кто там ученики? Я на их курсы даже ходил. Я про них. Взяли с 10 ошибками явно по связи. Нет, я с одной стороны понимаю, почему его взяли. Потому что у него соответствующее обучение есть. Ну, короче, его просто... По-моему, у него IT-программирование, что ли, было. Ну, короче, он им по образованию очень сильно подходил. И сейчас он даже не тестировщиком там работает, а уже на более высокой должности. Ты 16 багов нашел, и что, тебя взяли, нет? Но я думал, что я возьму количеством. Нет, конечно. Блин. Ну я тогда хз, кто им нужен вообще. Ну, точнее, я знаю, кто он. Тогда требования конкретно написали бы, с одной стороны, если так подумать. Было бы честнее, мне кажется. В этом, как называется? По крайней мере, ты меня немного развлечешь. Надеюсь, ты умеешь держать вакансии, да? Вот тупо честнее что-нибудь написали бы там. Вот что необходимо. Ох, ни хрена.
боли есть своеобразная красота. И даже смерть. Ха! Поверить не могу, что я так долго оставался благочестивым и непорочным. Сколько лет прошло впустую. Почему бы тебе не вернуться к Ковцам? Типа, по крайней мере, там найти, там, не знаю, 25 багов, да? Или что-то в этом роде. Да, это местный герой. Неважно. Мы тут как пацаны, короче, ходим, убиваем героев. Типа, освобождаем обычных людей. Не жизнь вовсе. Хер какой-то. Их смерть меня только радует. Да стоите. Короче, типа, в прошлом они были героями, тут все злодеи, по сути, они герои, ну, против кого мы сражаемся. Они типа такие со временем стали тоже плохими, так сказать. Осторожно, не убей всех моих гостей. Почему бы тебе не вернуться к Ковцам? Я сейчас подумал о том, что это вечеринка Панина или типа того. Кстати, что за программирование? Услышал. Просто вы по разным сторонам силы. Да. Так, короче, сейчас... да, кстати, Ятрок же тебе надо будет, если ты хочешь вот в такой сфере работать. Сейчас, подожди. Скину для тебя новость спецом. Где она была там? Сейчас. Цифровой сертификат. Короче, сначала прочитай вот эту вот новость, тогда поймешь, о чем я. Ну а коротко я тебе скажу, что это, короче, по конкурсу наша вот Республика Саха-Якутия, Башкирия, Татарстан и еще одна республика попали на раздачу бесплатных цифровых сертификатов. То есть ты можешь выбрать один курс бесплатно, ну, которому ты можешь обучиться бесплатно. И типа все. Ну там для начала надо, короче, там такую регистрацию пройти, там прочее. Это надолго, короче. Я там буквально час сидел и все это делал прямо тут на стриме. Там просто вот еще в браузере набери цифровой сертификат .rf, слитно цифровой сертификат и .rf, и ты прям попадешь на тот сайт. Может, надо по-русски писать. Ну, русским шрифтом. Словами не передать, как приятно сбросить оковы морали и забыть о замшелых догмах. За хозяина! А ты что делал? Начал уже? Я... Нет, там еще пока не прошли. Какого-то... Там учеба начинается с 1 января. Поэтому сейчас надо зарегистрироваться, чтобы тебе вот это все типа сделали. То есть, если сейчас ты все успеешь, у нас по республике всего 1000 будет доступно заявок. Точнее, только 1000 цифровых сертификатов. А там много чего. Там получается тестирование. Где-то 3 штуки. Потом еще визуальную новеллу ты должен пройти. Это на самом деле тестирование, тест сам тоже, но в виде визуальной новеллы сделано. Прикольно очень. Потом там анкетные данные свои должен там заполнить, там дофига всего. Паспортные данные отправить. Там сфотографировав, либо отсканировав. Потом, что там еще было? Диплом, если он у тебя есть. О высшем образовании, которое у тебя есть, имеется. Так. ИЛС, ИНН. А, еще самое важное, вот страница с паспорта, там где вот у тебя регистрация стоит.
Если там не написано, но Республика Саха-Якутия, значит, да, все нормально. Ты, считай, будешь бесплатно обучаться по онлайн-курсу какого-нибудь. И вот после всего вот этого вот обучения, когда мы там пройдем обучение, если ты тоже будешь учиться, я говорю мы, тогда мы получим типа цифровой сертификат. Это что-то типа диплома. И с этим цифровым сертификатом мы, допустим, сможем попасть в Майтону или еще какую-нибудь такую вот компанию. То есть у нас будет вот прям уже документ цифровой, говорящий о том, что важно спалить снилс на стриме. Да чуть не спалил, но хотя спалил, по-моему. Ну, неважно. Надо будет, короче, отсюда вырезать яркие моменты и запись стрима удалить. Но не переоценивай себя. Я куда опытнее. Блин, похож на принца Чарльза из этого Шрека, блин. Ты его спалил и немного ИНН. Да. Ну, удалю, короче, запись. Может быть, в будущем кому-то понадобится. Меня немного. Это Я здесь. Скажите этому жадине королю гномов, что свадебные подарки я ему не верну. Если не будет свадьбы, так пусть хоть подарки останутся. О, это Елена. Это сестра Елена. А подожди. Это сказала наша Роза. Вот об этой Елене, я понял. Колдун научил меня, как обрести свободу. Я не позволю неоттесанному болвану отнять ее у меня. Колдун следит за нами. Он всегда следит. Чё за колдун? Ну это вот и есть герой местного этого города. Раньше он был хорошим рыцарем, но сейчас стал колдуном. Объебаном. Я темный повелитель. Я темный властелитель. Все! Бля, все красных померли. Насильственная смерть. Вот отличная Спасайте их, приправа для на. вечеринки. Так, буры, ко мне. Гаси. Короче, пускай буры со мной бегают. Ебашь его, гаси, долбоёба, на. Все, трахнули. Буры — это сила. На, тварь. Посох остался. Ага, посох мы это используем немного в иных целях, я понял. Так. Блин, не успели спасти ребят. Так. Ха-ха. А тот взял посох нормально. Нормально. У меня в отряде есть чувак с колдунским посохом. Этого героя. Где он там? Где-то сзади плетется. А вот он. Рядом с синим стоит. Так, крутите барабан. Хозяин барин. Так. Приветствую тебя, незнакомец. Молва не передает всей твоей красоты. Ты привел мне в подарок маленьких эльфиков? Ох,
не надо было так тратиться. Эльфик. Впредь дари что-нибудь блестящее и дорогое. А теперь позволь тебя отблагодарить. Вижу, она в порядке. Дальше сама справится. О, она горячая штучка, повелитель. Да, О, Гнарл, ступай в угол. Мне Ступай в придется угол. все уладить. повелитель, увы, в башне может быть только одна госпожа. Да ты жду. Пришла корчить из себя заботливую сестру? Опять решила мне праздник испортить. И это в ту минуту, когда я и мой спаситель хотели познакомиться поближе. Сэр Уильям вызвал похотливую демонессу, выпустил чуму в город, а потом и вовсе умер. Понимаю, с чего ты так нервничаешь. Но не вздумай соваться в мои дела. Уильям? Ну, он просто пытался подстроиться под меня. Я уже собиралась его бросить, но он меня запер. А потом пришел ты, мой черный рыцарь. Так, окей. Да, как-то с Розой-то понормальнее будет. А чё она, блин, какая-то просто в середине пьесы появилась и все. А когда получается сертификат, куда собираешься? Ну там уже будет видно. Не знаю, подумаю. Вот если я начну понимать вот это вот программирование и все такое, то я думаю, то меня и фантастика возьмут, можно, наверное. Черную, все говорят, черную. Я в Майтона точно не поеду. Ну, фантастик тогда надо пойти нам. Вот они Дикую Восьмерку делали, потом еще сейчас какие-то игры. Они, по крайней мере, настоящие игры делают, а не мобильные игры вот эти вот. Ну там, ну не знаю. Ну хуй знает. Эти, блядь, мобильные игры, я не так уж. Будем коллегами, да. Блин, все говорят черную брать. Пока только двое говорят, то, что черную надо брать, так что я еще подумаю. Ну что, она, блин, нам интерьер делала и все такое, вот это вот наша Роза. Я чат завис. Скажи, девочки, не ссорьтесь, по мне оба лордиков родите, да. Так, чат завис, в смысле, нормально же вроде. Так, не, нормально. Синего гоблина бери. Лучше. Ладно. Будем считалочку делать тогда. Короче, назовите от 1 до 5 цифры каждой. Буду считалочку делать. Они да, все готовы. Ну, короче, на случай будем надеяться. Так, С3, докер 5. Так, хорошо. И монетку. Да не, сейчас цифрами все решим. Так, давай Скар. Цифру. Сейчас все решим. Тупо на случай. Математический случай. Это будет математично, как говорит Фин, парнишка. От 1 до 5. Нет, не 55. От 1 до 5. Давай. И Трог, тоже можешь поучаствовать. Блики, привет. 3, да? Так. Угу. Да, здорово. Так, короче, ладно. Есть. Буду считать справа. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Розу берем. 13. Все, Роза.
От 1 до 5 посчитали, я посчитал, совместил все ваши цифры, и получилось 13. И получается мы берем правую. Че. Вам стоит знать, господин, что в ваше отсутствие я нашла способ усилить бурых и А. сильных Банальный подкуп, Роза. Я думала, ты побрезгуешь. Лоу. Тогда и я скажу, что смогу усилить красных и зеленых эльфиков. А еще много чего сумею сделать для тебя, дорогой, если ты перенесешь в наш дом эту кровать. Не слушайте ее. Это была первая ошибка любого из ее мужчин. Поверните колесо и идемте скорее. Это пошла она, я чё, дуралей какой-то, чё, сперматикозник какой-то. Ты сестра, конечно, ну я ж не нормально всё. Вы ведь не бросите бедную девушку одну здесь. Да она там лежала С ней можно со скуки помереть. и была готова Я рада, что вы лечь приняли уже с верное другим, решение. просто мы Не появились. обращайте на нее внимания. Это еще она была готова к другому мужику, не нам. Или она всегда так одевается? Госпожа Роза уже применила усиленное заклятие к вашим бурым прихвостням, повелитель. А синих вы можете Посчитали же? усилить От 1 до сами в 13. личных покоях. Ну-ка, красавчики мои, будьте внимательны, а то Гоблин тетя Роза надежда. вас накажет. Чё тебе Роза У вас моей накажет? сестры свои причуды, господин. Отца вечно не было дома, вот мама и баловала ее. Свой щенок, собственный пони. Овечки не было. Овечки. Догадайтесь, кто смывал кровь. Кстати, об уборке. Здесь не помешает женская рука. Вам давно пора сделать покои поуютней. Приветствую! Покой поуютнее? Ну-ка пойдем посмотрим покой поуютнее. Ага-то. Бля, сколько роз. Мне кажется, или стало больше? О, моя сокровищница. Блин. Пока еще не Скрудж Макдак, конечно, но... Если бы я хотел, я мог бы прыгнуть. Вот. Если бы я мог, точнее. Терминатор Симса потихо превращается, да. Если бы я мог бы, я бы нырнул в этот... кучу золота. Дракон надо. Не, нахер этот дракон. Еще скажут, теперь ты мое золото. Драконы же не такие. Золотые сатухи мира. Ля. Великая корона шипов. Оснастка синих прихвостней. Сет гоблинов фил, что ли? Не, он нормальная тема так говорит. Мои пацаны всегда со мной. Надо их это поощрять так-то. Моих этих гоблинов. Так, в смысле, а подожди. Оснастка синих. И чё? Что с ними стало? Оснастка. Ваза с цветами. Что уже врать, да, Сет? Ладно, признаюсь. О, золото стало меньше, черт. Чё уж отнекиваться? Потрошитель паладина! Преданный служитель зла! Спасибо, братан. Так. Золотые холмы. Ангелическая цитадель. Ангелическая. Небесная обитель. Так, темнолесье. Золотые холмы пойдем. Тогда уж серого гоблина. Твоя правая рука. Да. Ну, вернее, у него просто ничего нет. Серая рука. Серая рука, серый гоблин, точнее. Договорочка по Фрейду.
Так. Зеленые! А, Красные! Давай как раз побольше. Ну и все, гасим. Все! Овечки. Были. Это ущелье здесь очень кстати. Каменные гиганты на дух не переносят тех, кто мягче их. А ведь кто угодно на свете мягче их. Блин, каменный гигант. Живодер. Таковы уж мы. Гномы обожают. Угу. Как пятница? Нет. К сожалению, нет. Ну, скорее всего, завтра, может быть. Я не знаю, посмотрим. А сегодня как попала эту. Просто вода. Хозяин барин. Ну, я думаю, что нет, скорее всего, его нет уже. Подозреваю, что нет. Больше-меньше брал. Да, больше-меньше брал. Но только там они такие есть, мне кажется. Больше в другом месте такого не найдешь, по-моему. Ни хрена себе. Гномы с огнестрелом. Кстати, ходил в веточке больше-меньше, нет там ничего подобного. Ну блин, значит все уже. Видимо, просрочки не осталось. И не было, говорят. Либо они тебя обманули, либо меня кто-то обманул. В плане того, что кто-то свою продукцию выставил. Чугей за 26 рублей. Новая вещица. Чугей. Обожаю. 26 рублей. Все будет в Чугей. Где б его украл? Да не крал, я покупал за 26 рублей. Хотя в какой-то мере это, можно сказать, прям граб... Ну, точнее... Типа как... Настолько выгодная сделка, что, можно сказать, украл. Да что? Ты взял? Вы набрали маны. О, мана. Ура, синие! Зеленые! Красные! Синие! Зеленые! Синие, зеленые, красные, зеленые. Все! Ты еще другой. А, подожди. А, все понял. Тут назывался ячменное поле, что ли? Что-то такое, ячменное поле. Да, тот стоил 26 рублей, а Чугей стоил 89. А у Чугей 89, по-моему, он до сих пор там есть. Да-да-да, это дерьмо вообще не покупают. Да, ячменное поле это было. А, у Чугей там до сих пор стоит. Это настолько плохое пиво, ребят, вообще пиздец, конечно, не пейте. 89 уже не дешево, да. О, настолько плохо, ребят, просто кошмар. Несколько раз подумайте перед тем, как брать Чугей. Только стоит ли на того?
Хорошо, дома рушим. Так, это я поломал. Тот, не знаю, поломал, нет, не поломал. Так, вот это убиваем и в дом к ему забегаем. Так, вот. Жестко, да? Пришли. Дома рушим. Гномов убиваем. Вот ты чё, охренел, что ли? Жизнь в углу. Так. Аж от злости я хрип. Так. Так. С этой деревенькой, по-моему, закончили. Гасим этих ребят. Что там? А. Никогда не понимала, зачем нужны слизняки. Разве только чтобы их давили? Эти создания смертельно опасны, и они не любят гномов. Мы могли бы это использовать, господин. Нет, мне с ними иметь дело не хочется, их поскорее позакрыть. Слизняки какие-то. Как устал я от этих монстров. В любом их проявлении. Он не гном. О, живые эльфы. Выпустите нас! Быстрее, пока стражи не вернулись. Какой позор! Мы должны были погибнуть с оружием в руках. Гоблины умнее нас. О! Хвала вам, незнакомец. Это как так получилось? Бля. Не-не-не-не-не-не-не-не. Убивай, ты чё, охуел? Что за ваш персональный... А, персональный тьютор это ну, тупо консультант. Это ничего там не делай. Все, что там вот написано где обязательно, вот это делай, а тьютора можешь не трогать. Тьютор это так. Я могу быть твоим тьютором. В плане хотя бы того, что... Короче, ты можешь выбрать только один курс и пройти все вот эти вот обязательные ну, активные действия. Вот. Такой гордый народ обречен на рабство. Иногда и у богов прорезается чувство юмора. Жесть. Гоблины бедных эльфов мочат. С кружкой пива такой. По этим трубам пиво доставляется прямиком из пивоварни. Хмельная штука. Как и ваши слуги, гномы становятся намного опаснее, когда выпьют. Будьте осторожны, повелитель. Вас понял. Тебе надо в Германию, говорят, там пиво и колбаса вкусная. Это да. Короче, видел запись, ну не весь запись, а там, короче, иногда стримушку ТВ смотрю на ютубе. И там, короче, вот, блять. Там, короче, вот стример Ласка, короче, был в этом. Блять, не это. В Октоберфесте.
Блин, там так охуенно, блин. Офигеть, я видел это дерьмо. Как же там классно. Бухайте, ребят. Фига, он жестко бьет, когда он пьяный. Блин. Попытки выпить умер. Куплинов напоил, да. Бедняги. Погибли пьяными хотя бы. Не знаю. В бою и в пьяными. Одна из меч побывать хотя бы раз в жизни на Октоберфест. Блин, это вообще топ. Короче, там такая фигня, типа... Там, короче, нон-стоп реально вот как тупо в мечтах разливают пивко. Не знаю, насколько оно там типа платное, бесплатное, но там его так много в таких количествах, что ну, кажется, что бесплатно. То есть ты платишь вход, как в этом, как в парке развлечений, да, допустим, там, не знаю, 3000 рублей, да, например. И во всем этом Октоберфесте ты тупо сидишь и бухаешь, как будто бы. Прям так кажется. Там, короче, такой жестко огромный зал. Там типа два этажа. Короче, вот первый этаж и второй этаж. И вот так, короче, как так устроено. Короче, сейчас покажу, что я рассказываю. Что я рассказываю? Я просто покажу. А, это подсос Highlights был. Не парься вообще. Да, может быть, когда-нибудь я тоже буду такие стримы делать. Безлимит. Ну, скорее всего, безлимит. Вот этот чел пользовался. Да мать твою, почему тут качество такое низкое? А, во-во-во. Пивнуха, как говорят, в жизни. Это гигантская пивнуха на Октоберфесте. Гигантская пивнуха. Во, видите? Пиздец же вообще. Тупо самый огромный бар, в котором вы когда-либо окажетесь в своей жизни просто. Просто взгляните на эту пивнуху. Они все сидят за столом, если что. Вроде не стоят. На Октоберфест. Я хуй знаю, кто здесь сидит. И мы сели за стол, и нам приносят бухло каждые 15 минут, как я понял. И еду тоже по билету. Там у каждого есть билет. Если показываешь билет, ты как бы, получается, можешь есть еду и пить пиво. По КД. Просто КД. Жестко веселая музыка еще играет какая-то. Надо замедлить. Пивас охуенный просто. Пивас просто охуенный. Музло как в деревне, блядь. Сёлки какие-то встречаю с огромными сиськами, да. Но
претендую на них. Типа, Он не претендует. я приехал в отеле, постримил час сегодня. После этого я уснул, так что я не спал ночью. Меня там звали, короче, идти обедать или типа того, потому что сами они не могли зарегаться в отеле почему-то. Только я почему-то смог. А я чуть хуй забил и проспал. Но потом пришел в конце встречи. Потом я встретился. Потом мне нужно было срочно в 17:15 быть на первом этаже в фойе нашего отеля. И, собственно говоря, короче, блядь, я проебал этот момент тоже, потому что встретился со зрителем, а мы ходили, искали сим-карту. Спасибо им большое, кстати, за поиски, но... Ты сейчас в танки играешь в основном или в ПВГ? Я никогда не играл в танки. Он не играл в танки. Чуваки, он никогда не играл в танки. Никогда. Я никогда не играл в танки. Никогда не играл в танки. Доебался жестко, пока мы шли. Он орет, ты с PUBG, короче, Макатау, ебать, пиздец. Это Макатау, что ли? Нихуя себе, просто рандомный чек. Меня чувак спрашивает какого-то американского иностранного стримера. Я говорю, блядь, чувак, я из СНГ, я не знаю. Он такой, скажи мне свой никнейм, ты охуенный чувак, блядь. Там даже, наверное, даже больше павильона. Я себе не представлял, какой Да местные вообще-то. Сразу, блядь, потому что драться. Все радостные ходят, все пришли, чтобы нажраться, пиваса. Тёлки, блядь, сиськи торчат. Вон остальные. Моя вайфу. Моя вайфу. Встречаю. Там сидят. Сегодня была самитянка, с которой я общался сегодня на этом, блядь. На ёпта нахуй. Мы, короче, в ресторане сидели. С ней общались. Сегодня была самитянка. Нихуя не слышно, блядь. Он оформит, блядь, вилки. Справа тёлка. Какая же там офигенная атмосфера. Я тут с ней чувак. Все поют. Типа крутой. Тоже из нашей компании, он крутой. Заходил безумно просто. Тупорылый поют. Нет моих друзей. Александр Трохорин, Цыгал, Владимир Дубровин, Мухарутца, Факера, Иван Никонкина, Ильи Мэнсона. Так, согласно данным, полученным от владельцев палаток на Октоберфесте, стоимость пива в 2018 году составляла 8 евро за масс пива, средняя стоимость за безалкогольные напитки за литр вода, кола фанта. Стоимость пива в ресторанах и барах Октоберфеста варьируется от литр 200-300 евро. Еба. Почему они не приехали, бля, в ебаную Германию? Ты уже накидался. Нужно то, братан. Я, наверное, стрим в карман засуну, а ты там хуй кто-нибудь покажет обязательно. Да. Блять, вот по-любому какой-нибудь чмо покажет и сразу хуй. Поэтому я в карман засуну телефон. И пиво это супер клевое. Подсечку сделал. Кто за подсечку сделал? Пиво, да. Бля, какие. Смотрите на это, на тесте фудочек. На тесте фудочек. Ига. Вау! Вау! Моя хорошая, очень говно не трогай. Я насчет 3 не знаю, но возможно, да. И было бы норм. Стриминг? Right now? Угу.
Короче, такая тема. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно это все. Вот такая тема у нас в Октоберфесте на планете Земля. И такая унылая атмосфера в этой игре. Где-то овечки блеют. Жестко далеко еще. Октоберфесту вернулся в Оверлорд. Не надо гномов пить, да. Опять убивать. И овечек убивать, всех убивать. Пойду схожу за подмогой. Отберем пиво. Блин, действительно. Чё это мы начали Октоберфест? Потому что нам завидно. Эти гномы охренели. Какая пиво, блин. Литрами. Сволочь. Сейчас мы устроим свой Октоберфест. Пошли, пацаны. Хозяин барин. Хозяин барин. Они согласны. Не тупо согласны провести собственный Октоберфест. Еще бы не отказались. Обычные скромные уранхаи идут на Октоберфест. Ухайте. Смерть, смерть. С такими словами бегут такие бухать. Уранхая тупо. Смерть, смерть. Адское заклятие. Нормально. Пойдем, пойдем, пойдем. Смерть, смерть. Представил себе, как так уранхай бухает реально. В этих какой-нибудь там Зодиаке нахуй. Или Воланхо. Подливы козе, да? Везде. Неважно, где уранхай бухает. Важно, что потом он сделает. Да, Воланхо, да. Кстати, Воланхо чаще всего телефоны воруют, чем там какие-либо драки происходят. Хотя, наверное, там часто происходят драки. Я тогда часто по поводу телефона выезжал. Часто это дело было. Вечно телефон украли, телефон украли, телефон украли. Заклятие Легиона Славы повысит силу атаки и защиту прихвостней. Угу. При этом они будут кидаться только на врагов, а не на собственный хвост, например. Нормально. Сколько раз вы проебывали телефон по стенке? Я ни разу телефон никогда не проебывал. Вообще ни разу. Это вот любители проебывать телефоны по стенке, это те, кто ходит в клубы. А я вот один из тех, кто не ходит по клубам. А если и ходил, то очень редко я ходил. И удачно, причем. Вот, чтобы я участвовал в драке, типа, в клубе, было всего один раз. Вообще. Шлем слизня. Я один раз и то в такси. Быстро же разобрали. Один раз терял пуск. Просто.
А мне то ли везло, то ли чё. Один раз потерял просто. То, что Клубах вообще не дрался никогда. Ебать, какой длинный тест. Да, он там длинный. Я же говорю, я там целый час проторчал. Драки... Драка у меня была только один раз. И то это было в первом курсе. Мы, ну, типа там, с однокурсниками пошли там, типа, праздновать. Типа, в честь зачисления или там в честь посвящения в студенты или что-то в этом роде. Короче, что-то такое было. И мы пошли так в вертолет. Да-да-да. Там, короче, закусался с одним мамбетом. И он, получается, мне ебальник дал. Ушел в толпу, исчез просто. Его друзья меня держали. Просто ничего не били, ничего нет. А тут исчез, и они такие, типа, все, хорош, успокойся, типа. И тут приходит, блядь, охранник. Меня берет и просто вытаскивает оттуда. Я такой, ебаный рот, на. И за что, на? Меня-то, блядь. Вы найдите того ебана, который меня ударил, на. Они такие... Ты участвовал в драке? Ты участвовал в драке. Эти склизкие твари У тебя и заперли их вытащим. внизу. Зачем нужно золото? Его не съешь. На нем нельзя спать. Из него не сделаешь оружие. Золото! Что звучит еще лучше, чем запертые эльфы. Драки были в хатах, а не на улице в студенчестве. Нужно Да, лишь в хатах, кстати, разобраться до с хера этой было. 20-тонной проблемой. Ну как до хера. Хозяин, Хотя, да. Нормально, так чисто было. все! В основном били меня. Да я пить не умел раньше. Так. Синие! Зеленые! Синие, зеленые. Буры! Хозяин варит! Все! Неплохо. Да скорее не барагодил, а говорил лишнего. Мне за это ебло дал. Били жестко. Короче, позволял себе лишнего. Ну и потом, плюс у некоторых тоже там не все было гладко после огненной воды. И они тоже там начинали становиться не супер дружелюбными, так сказать. Нет ничего лучше, чтобы сжечь что-нибудь дотла. Скажем, парочку слизней. Скажу вам, повелитель, что цистерна может легко взорваться. Блять, отходите! Такая-то тема. Ну я хотя бы признаю то, что я был неправ. То есть такие люди, которые... Да я там, да я то, да я вообще молодцом. Буры, красные, Свои ошибки не зеленые, признают. буры, все! Такие хуже всего, ребят.